В ходе заседания был рассмотрен первоначальный проект национальной программы по изучению, развитию и продвижению гагаузского языка. Как отметил начальник службы политик в области межэтнических отношений Министерства образования и исследований Республики Молдова Иван Думиника, программа рассчитана на 2026-2027 годы. Этот этап задуман как пилотный, позволит опробировать предлагаемые меры, обеспечить их поэтапное внедрение, а также провести мониторинг и оценку эффективности. Создание межведомственной группы и разработка комплексной национальной программы является необходимостью, а также является своевременным шагом. Именно данная группа, как вам известно, и занялась разработкой плана по сохранению и продвижению гагаузского языка в гагаузской автономии. Все рекомендации учителей, преподавателей были услышаны. Мы вместе работали над тем, чтобы была программа на 2 года, на 2026 и 2027 год. Иван Думиника отметил, что согласно переписи населения 2024 года количество жителей, владеющих гагаузским языком в автономии, значительно ниже числа идентифицировавших себя как гагаузы. Гагаузский язык в качестве родного был заявлен 87 407 человек, что составляет около 90% от общего числа этнических гагаузов. Вместе с тем, уважаемые коллеги, обращаю наше внимание, что 48 905 человек указали, что используют его в повседневном общении. То есть, если мы сделаем анализ этих цифр, мы увидим, что 38 тысяч человек указали этнических гагаузов, что они, к сожалению, не знают и не используют гагаузский язык в повседневной жизни. То есть такой большой разрыв между и этнической самоидентификацией, лингвистической самоидентификацией и использованием гагаузского языка в повседневной жизни говорит о том, что ситуация требует вмешательства. Начальник Главного управления образования Гагаузии Наталья Кристева отметила, что проблема изучения и невладения гагаузским языком в автономии связана с несколькими факторами, на решение которых и будет направлена работа данной программы. Основная системная проблема преподавания гагаузского языка заключается в несоответствии действующего куррикулума реальной языковой ситуации. Куррикулум десятилетиями разрабатывался, исходя из предпосылки, что гагаузский язык является родным, активно используется в семьях. Однако сегодня, как ни прискорбно говорить, но значительная часть детей достаточно плохо владеет языком в устной форме, не использует его в повседневном общении и фактически изучает язык как носитель, которым не является. О необходимости научного сопровождения процесса развития и популяризации языка заявила исполняющая обязанности директора научно-исследовательского центра Гагаузии имени Марии Маруневич Ирина Константинова. Она отметила, что гагаузский язык является не только средством общения в гагаузской автономии, но и отражением исторической памяти, традиций, мировоззрения и духовных ценностей гагаузского народа. Сегодняшняя наша встреча доказывает еще раз, что сегодня не только мы в Гагаузии, но и министерство и, как говорится, государство заинтересовано в том, чтобы подключиться для того, чтобы устранить те или иные проблемы, которые у нас есть относительно языковой политики. В разработке программы наряду со специалистами Министерства образования и экспертами АНТЭМ участвуют Главное управление образования Гагаузии, Главное управление культуры, научно-исследовательский центр Гагаузии имени Марии Маруневич и Камрадский государственный университет. Пилотный этап проекта станет основой для дальнейшего масштабирования программы. В случае успешной реализации национальная программа по изучению, развитию и продвижению гагаузского языка будет утверждена на уровне правительства Республики Молдова сроком на 5 лет. Предлагается, что это будет комплексный документ, обеспеченный на всех уровнях и реализуемый с участием всех профильных учреждений. Алена Терзи, Вячеслав Кса, Артем Топал, ГРТ Новости.